Ребят, 5 июля сегодня. Я очередной раз снимаю в гараже. Сегодня я буду заниматься ремонтом калины. Проехал больше 100 тысяч на нем уже. И хочу поменять трос ручника. Вот новый трос прикупил. 2 штуки, оказывается, тут. Сперва одну штуку брал. Думал, один хватит. Кажется, с 2 сторон 2 троса. И сейчас пока дороги нету, чтобы куда-то поехать. У нас разбили дорогу до Богородска. Там грунтовка вообще убитая. И не выехать на Калине. Так что буду заниматься ремонтом. И вкратце поснимаю, что я буду делать. В общем, сперва сниму колесо, барабан, тормозной барабан, а там поочередно, там как должно быть при замене этого, как сказать, трос ручника. Ну что, ребят, сняли мы колесо, и на первый взгляд я вижу, что трос уже свое отслужил, отработал. Вон какие. Все ржавое, уже сгнило все. В общем, пора менять. И этим будем заниматься, как я говорил ранее. Так, ну что, ребят, колесо сняли, барабан тормозной сняли. Накладки вообще новые. Здесь небольшой износ. Походу этот цилиндр придется тоже поменять. В запасе у меня один цилиндр есть, но по износу накладки видно, что этот цилиндр не работает. Дополнительно еще буду проверять. Такие дела. Небольшой износ, а тут вообще износа нет. Камера была выключена, я снял трос ручника вот отсюда. Ну и остается только снять тормозные колодки. Также снимаешь пружину. Колодки. Вот и все дела. Заклинило. Это работает. Короче, одним словом, тормозной цилиндр отказал. Все, не фурычит. С этой стороны работает. Будем менять. У меня должна быть одна запасная. Так, ребятки, выбил трос ручника. Вот отсюда такое отверстие тут.
И уже открутил 2 крепления, 2 болта. Так, вон они. Предварительно смазал литолом. Сейчас буду менять вот это, как сказать, цилиндр тормозной задний. Такой цилиндр прикупил заранее уже в запас. Думал, рано или поздно все равно придется мне менять. И у меня в запасе было такой цилиндр. Надеюсь, отверстие тоже все подойдет. Будем надеяться. И все это дело быстренько надо. Откручу я трубку тормозного шланга, ну эту трубку, которая идет к цилиндру. И быстренько все это надо поменять. Вместо старого цилиндра новый и закрутить новый цилиндр. Все будет тип-топ. Цилиндр на месте. Немножко, конечно, покапало, но без этого никак. Все крутится. Предварительно под этим пыльником еще смазал обычным литолом. Туда напихал немножко, что влезло, чтобы пыль не попадала, или я не знаю, от влаги, в принципе. Пыль-то попадет, все равно, наоборот, как наждачка будет, если песок попадет. Вот влаги, чтобы меньше ржавело. Ну, смазал и смазал. В общем, все. Здесь работу пока закончили. Вот старый цилиндр тормозной. Весь ржавый, нерабочий. А у меня первое правило — это безопасность на дороге. И машина была, чтобы в исправном состоянии. А это уже все. Свое отработал. 100 тысяч пробежал. Больше 100 тысяч. Пусть вместо грузил на донку, или я не знаю, куда еще пригодится. Вес такой есть, тяжелый. Так. Сейчас будем работать под машиной. Так. Последняя поездка, конечно, машина грязнуля у меня. Дорога убита. У нас грунтовка. Лесовозы ездят. Лес заготавливает предприниматели. Он какой грязный. И хотел еще предварительно снизу там смазать, обработать антиржавчиной. Некоторые участки уже начали, как бы, ржавчина появляется, и придется другой раз. Ну, сейчас я буду снимать вот здесь защита, обычный жесть такой. Это защиту сниму. Там и надо вынуть отсюда трос. Трос в нескольких местах прикреплен. И так, еще он там. И еще, как сказать, открутить там две гайки. На это снимать, я не знаю, невозможно. Да и не буду, наверное, вообще. Я буду менять под машину еще тут этот трос. Вот тут такая нехитрая яма у меня. Гниет. Из досок сделана. Времянка такая, но с 25-ки, наверное, с доски сделал. Комарье мешает. Кусают. Неприятно, конечно. Да, не получится здесь сегодня мне что-либо смазать антикором.
ребята, вон, смотрите. Добрались мы до основного крепления. И вот тяга идет там дальше. И тот трос соединения. Два троса сюда идут. Нам придется открутить две гайки на 13 и отсоединить трос. И больше ничего уже не остается. С одной стороны, потом с другой стороны. В принципе, тут все уже выходит. Вот оно. Все. Все, первый трос сняли. Мура, короче. Пришлось выхлоп еще спустить. Потому что невозможно чем-нибудь тут работать. Щель такая маленькая. Как-то все неудобно сделано. У меня первая машина Ода была. И у них тяга, наверное, в кабине, помнится, была. А здесь, блин, вообще неудобно. Все, меняю. Буду ставить уже новый трос. Ну что, ребят, вот второй трос. Вообще гнилой, оказывается, уже он тоже. Везде трещины, гнилье, ржавчина. Такая каша. И тут у меня уже вон стоит вот один, вот второй трос уже на крепление стоит. Новые троса поставил. Остается мне только снять второе колесо. Вот это колесо. И одену эти троса на место, где они должны стоять. И все. Будем уже в обратном порядке собирать все это дело. Тут вроде все нормально стоит. Пока на одну гайку только закрутил и все. Контрагайка у меня тут. Это чуть позже закручу. Такие дела. Помнится, я это тормозной цилиндр здесь вроде как уже менял. Думаю, там все нормально. Не будет задержки насчет тормозного цилиндра. Все, выкидываем этот гниль трос. Так, второе колесо уже снято у меня, ребят. И тут на первый взгляд все нормально. Все нормально крутится. Цилиндр работает. Цилиндр работает. И накладкой в полном порядке. В полном порядке. Небольшой износ. Чуть-чуть так. А будет еще ездить. Вот такие накладки. Немножко не-то грязные, не-то замасленные. Я не знаю, что тут. Ну, вроде течи нигде нету ничего. Так, и остается только снять этот старый трос. Все. Вот это гнилье и меняем сегодня. Кирдык. Подшипник. Люфта ничего нету пока. Но этот подшипник я тут уже ступицы я менял. Здесь стоит. Пока такого шума не слышно. Все. В общем, сейчас буду я все вставлять в обратном порядке. Сперва это колесо соберу и перейду на другое. Пол дела уже у нас. Больше половины дела уже мы сделали. Сейчас остается уже меньше половины работы.
Когда нету ключа, который нужен, всегда помогает пассатижи. В данный момент у меня ключ на 6 нету. И вот приходится. Вот и все. Работу закончили, будем считать. Еще остается мне прокачать тормозной цилиндр. Подтянуть трос ручника. И все. Ну, это еще зажать вот трос, этими крепления вот здесь. Это тут тоже. Чтоб так было, вон так. Но как-то одной рукой не получается. В общем, финишная прямая у меня этой работы. Все крутится. Подшипник пока не шумит. Все нормально. Тормоза ребята прокачали, и заодно еще решил поменять топливный фильтр. Он тоже неудобно сидит тут. Не знаю, где он, вон он. Вот эту штучку надо будет поменять. Вон он. Такие уж тут цараны. И будет полноту летнее. Там фильтра уже поменял, масло поменял, все поменял. В общем, последний штрих остается, еще топливный фильтр поменять. И все. Вот новый фильтр топливный. Все уже на месте установил. И поменял этот старый где-то километров 30-40 тысяч. Этот фильтр проехал сейчас. Это второй фильтр я меняю. И на первом ТО он тоже меняли. Если меняли только там. Не знаю. Все, остается только закрутить колеса, поставить колеса на место и пробовать вообще как что работает. Фильтр пропускает нет топлива, бензин, чтобы в течи нигде ничего не было. До щелчка там поставил на место. Вот они, старые троса ручника, вот, гнилые все. Там, наверное, внутренняя оболочка может быть еще есть, но лучше заменить. Подведет на дороге. Это не будет так хорошо. Так, надо еще завести. Давайте еще прокачку топливного фильтра сделаю. Перед тем как завести пару раз, наверное, надо прокачать. Шум такой. Так. Вот мой пробег. 102 391 километр проехал на машине и первый раз поменял трос ручника. Так, ребята, проверим, как работает ручник. Сейчас смотрите в бок, задом. Так, ставим. Вот это ручник. Стоит на ручнике. Трогаемся, снимая ручника. Опа. Вот как четко все работает. Опа. Машина стала послушной. Сказали остановиться, все. Стоп, значит стоп. Все четко останавливается. Ну, примерно на третьем-четвертом щелчке должно все останавливаться. Вот. Считаем. Раз, два, три. Все, дальше не идет. Третья защелка, уже машина останавливается. Все, нигде ничего не, как сказать, не задерживает.
Объяснять тоже как-то, я не знаю, что дальше объяснить. В общем, вы видели мою работу. Спасибо, кто досмотрел этот фильм. Сразу скажу, что эта работа не за 5 минут. За 5 минут не получится. Сейчас я не знаю, сколько времени надо посмотреть, но часа 2 или 3. Начинал с часов 9. Чумазый вещь. Где-то 6 часов я копался. Поменял 2 троса ручника, поменял топливный фильтр. И на все это у меня ушло 6 часов где-то. Вкратце поснимал, как я работал. Вот так. Так что Жигули можно ремонтировать самому. Инжектор, двигатель, это уже, конечно, там диагностика нужна. А механической работы все можно самостоятельно сделать. И на этом буду заканчивать, ребята. Все, сейчас, наверное, может на вечернюю зорьку на рыбалку еще сбегаем с Никитой. А на этом все. Всем пока и удачи. Ждите новые видео. Все будет, канал работает. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Что заслужил, то и вставляйте. Все, пока.